Было у доброй женщины по имени Айнагуль двое детей. Отправила она их набираться уму-разуму в далекие страны. Прошел год, и вот однажды... Родные мои! Здравствуйте, мама! Родные мои! Здравствуйте, мама! Вот и вернулись вы из далеких стран, с земель неведомых, уму-разуму набрались. Как я рада! Мама, мы тоже рады! Мама, по вас и дому соскучились очень! Не было вас дома целый год. Отправила я вас, чтобы вы мир посмотрели. Умениям разным, полезным научились. Ну, теперь рассказывайте. Мама, я меткий стрелок. Если черная птица-великан будет летать так высоко в небе, что будет казаться воробьем, я попаду в нее одним выстрелом. Чудеса! А еще я по ладони могу сказать, что происходит на том свете и на этом. Мама, а я, какой бы ни был голод, могу добыть еду для всех. А если внезапно нападет враг на нас, по одному моему слову, земля расступится и спрячет всех нас. А я могу в одно мгновение построить быстрый, надежный корабль. На нем можно переплыть любое бушующее море и любую, даже самую быструю реку. Никакой шторм ему не страшен. Я могу найти след муравья, который прополз 7 лет назад. Еще я могу бегать так, что от воды отталкиваться могу. Вот это да! Какие вы у меня молодцы! Мама, скажите, чье умение лучше и важней? А то мы никак не можем договориться. Устали уже спорить, ругаться. Да, кто из нас самый лучший? Чье умение самое важное? Все ваши умения хороши и важны. Но какое самое лучшее, я вам не скажу. Вам жизнь сама подскажет. Отправляйтесь-ка завтра все вместе в город. Там и посмотрите, и сами все поймете. Только держитесь друг друга. Не растеряйтесь там. А сейчас пойдемте, чай попьем. Да вы мне расскажете, как вам жилось, что видели в мире. Пойдемте, дорогие. Пойдемте, мама. На следующее утро отправились Айпери и Турат в город, чтобы узнать, чье же умение важней. И вдруг увидели... Ой, что случилось? На пожар не похоже, ни огня, ни дыма не видно. Уж не враг ли приближается к городу? Надо расспросить, что же такое случилось? Ой, беда, что же нам делать? Ой, беда, ой, какое горе, ой, беда. Давай спросим у этого аксакала. Уважаемый Аксакал, что происходит здесь? Куда все так бегут? Беда постигла нас, большая. Ох, большая беда, страшная. Так что же случилось, ата? У нашего доброго Болбусхана прошлой ночью украли единственную дочь Актамах. Вот горе-то какое! И никто ничего не видел, не слышал? Нет, никто не видел, никто ничего не слышал. А что народ-то бежит? Чего боится? Бегут, потому что Болбусхан собрал весь народ и приказал найти его дочь. А если не смогут, он всех казнит. Вот почему народ в панике бежит. Смотрю, вы смелые. Может, вы нам поможете? Найдете пропавшую ханскую дочь? Как же мы сможем ее найти? Нас здесь даже не было, мы же не волшебники. Послушай, Айпери, ты же хвасталась, что можешь найти след муравья, который прополз 7 лет назад. Если это так, то узнай, куда исчезла дочь хана. Так, сейчас. Ага, она не по земле пошла. Как не по земле? Она же не птица, чтобы летать. У нее же нет крыльев. Так вот именно, она по небу полетела. Турат, ты же хвалился, что можешь по ладони узнать, что происходит на этом и на том свете. Посмотри на свою ладонь и узнай, где дочь хана. Да, не по земле. Точно, ты права. Ханскую дочь Актамак темной ночью унесла в своих когтях черная птица-великан по приказу Тойбосхана. Ах, вот оно что, понятно. Ох, этот лютый Тойбосхан. Трудно вам придется. Кроме черной птицы-великана, войско у него большое. Да и добраться до него трудно.
И где же этот Тойбос-хан живет, знаете? Живет Тойбос-хан далеко за широкой, но быстрой бурной рекой. А моста через нее нет. Около берега болото вязкое там. Ни корабль, ни лодка не проплывает. Просто так до него не добраться. Справитесь? Да, непростая задача. Трудностей полно. Ну что, сможете победить Тойбос-хана и забрать у него ханскую дочь? Если справитесь, вы всех нас спасете от гнева Болбос-хана. Надо людям помочь. Конечно, справимся, Атай, если вместе будем, как нам мать говорила. Пошли, Айпери, пошли. Идем. Удачи вам в вашем непростом деле. Аминь. Долго ли, коротко ли, пришли наши герои на берег реки, о котором говорил им Ахсакал. Устал. Надо отдохнуть немного и поесть чего-нибудь, Айпери. Ты же говорила, что еду где угодно сможешь найти. Конечно. Сил набраться надо. Турат, ты корабль построй, а я еды добуду. Готовься, еда вкусная. Подходи скорей, пока не остыло. Ай. Набравшись сил, отправились Айпери и Турат по реке. Посмотрел Турат внимательно на дальний берег и говорит: Вижу Ахтамак. Она по берегу гуляет, но рядом стражники Тойбос-хана. Но ближе мы не сможем подплыть, застрянем в болоте. Ты же говорила, что так быстро бегаешь, что даже от воды отскакиваешь. Не шутила? Нет, конечно. Вот сейчас и докажу. Быстрее ветра помчалась Айпери. Не успел Турат моргнуть, как вернулась она вместе с принцессой Ахтамак на корабль. Ну что, теперь поверишь, что я могу так бегать? О, никогда такого не видел. Вот так молодец. Смотрите! Смотрите, Тойбос-хан отправил за нами черную птицу великана. Она же ханскую дочь заберет, и корабль наш потопит. Турат, ты же говорил, что умеешь метко стрелять. Покажи теперь свое умение. Так. Эй, ну-ка, быстро собирайте мое большое войско. Я мигом расправлюсь с этими негодяями. Стража, за мной! Со всех ног Айпери, Турат и принцесса Ахтамак побежали в сторону дворца. Идемте скорее, скорее. Тихо. Я что-то слышу. Ага, это Тойбос-хан со своим войском. За нами гонятся. Нам от него не убежать. Что же нам делать? Ай. Теперь настал мой черед показать свое умение. А ну-ка, земля, расступись! Распустилась земля, наши герои сразу же нырнули туда. Скорей, скорей, я вижу их. Сейчас полетят головы с плеч. Ну, Ой, ну где они? Они только что были здесь. о, мой повелитель. Вашу красавицу-невесту похитили не люди. Это, наверное, сделал сам шайтан. Что ты такое несешь? Какой шайтан? Да шайтан! Я служил еще вашему отцу, но никогда такого не видел. Подумайте, кто сумеет бегать по воде? Кто сможет одним выстрелом подстрелить еле видимую птицу? Кто сможет раздвинуть землю так, чтобы в ней спрятаться? Не вели казнить, но не может это один человек сделать. С ними шайтан заодно. Да, точно, это сам шайтан на их стороне. Получается, повезло мне, да? И мне моя жизнь дорога. Поэтому при тебе клянусь не воровать больше людей. Давай, уходим. Пошли. Тем временем затряслась земля около ханского дворца,
Испугались люди, и все убежали в горы. Ой-ой-ой! Это тот шайтан, который напугал самого Тойбусхана! Сквозь землю ходит, по воде бегает! Или видимую птицу может пострелить! Спасите! Вот и добрались мы до ханского дворца. Выходите, не бойтесь. Где же все люди? Почему пусто? И во дворе, и на улицах города. Может, куда-то на праздник отправились? Путь был трудный, надо отдохнуть. Потом поищем. Подумаем, куда они все делись. Да, сейчас огонь разведем, согреемся, дождемся хана, вернем ему дочь, да и домой. Пошли. Убежал в горы вместе со всем народом и Болбосхан. Но любопытно стало ему, что произошло во дворце. Подошел к краю скалы и посмотрел вниз. Что это за дымок у меня во дворце, а? Пожар? Не знаю, мой хан. На пожар не похоже. Может, отправим кого-нибудь посмотреть? Вот сами сходи, посмотри. Ты же главный стражник. Хан, пощадите меня. А вдруг там шайтан, которого даже Тойбусхан боится? Я лучше кого-нибудь заставлю. Попробуй. Зинданом пригрожу, быстро согласятся. Ассаламу алейкум! Валейкум ассалам. Нет там никакого шайтана! Как нет? Я сам видел, как земля раздвинулась. Только шайтану такое по силам. Сначала я тоже испугался, как все. Потом подумал. С людьми поговорил. Не может это быть шайтаном. Если не шайтан, то кто же это? Это дети одной женщины. Они из дальних краев вернулись недавно с новыми знаниями и умениями. Ты точно знаешь, а? Да, я же с людьми поговорил, все узнал. Хорошо. Тогда сходи, проверь. Мало ли что люди говорят, а? Так я только что оттуда уже сходил, проверил, познакомился с ними. Вот шел вам сообщить хорошие новости. Там ваша дочь и двое смелых, брат и сестра. О, так что же мы здесь стоим? Скорее во дворец. Пойдемте! Вернулся хан во дворец. Захотел Болбосхан их как-то отблагодарить. Айпери попросила хана ответить на один вопрос. Ха, ну-ка, спрашивай. Я же мастер по загадкам. Вы всю нашу историю знаете. Знаю. Скажите, чье из наших умений лучше, нужней и важнее всего? Ага, так, может, твое. Хотя из его умения ничего не получилось бы. Так. Не могу сказать. Нет у меня ответа на этот вопрос. Ну тогда, хан, не держите нас, отпустите. Хорошо. Но только вы ответьте. Чье же умение важней? Сами подумайте, хан. Ответ же очень простой. А нам спешить пора, чтобы до темноты домой добраться. Ну ладно. Идите домой. Маме своей передайте, что прекрасных детей она воспитала. Хороших, умных, сплоченных, дружных. Молодцы. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Мама! Мама! Мои дорогие! Мои золотые! Мама, теперь мы поняли. Оказывается, сила в единстве. Только вместе мы смогли победить. Правильно, мои дорогие. Не зря говорят, сила в единстве. Вы мои хорошие. Мама. Вернулись наши герои домой и поблагодарили свою мать. Ведь недаром в народе говорят: залог счастья в единстве. А вы как думаете, ребята?